на фоне обвала рубля в связи с надвигающимся экономическим коллапсом ездить на заработки в Россию для жителей Центральной Азии становится нерентабельно. Снижение курса российского рубля по отношению к национальной валюте Сомани, СУМ и СОМ, отрицательно сказалось на доходах трудовых мигрантов из Центральной Азии и материальном положении их семей. В материале, опубликованном информационным агентством «Азия Плюс», приводится положение трудовых мигрантов в России. Так, средняя заработная плата трудового мигранта составляет в среднем 35 тысяч рублей. Из них 5400 – авансовый платеж за патент, 2500 за миграционный учет, 2200 за проезд на общественном транспорте. Кроме того, проживание и питание в пределах 7000 рублей. В конечном счете, средний ежемесячный расход трудового мигранта составляет около 17-18 тысяч рублей. Это при 35 тысячах заработной платы мигранта. Следовательно, при нынешнем курсе рубля по отношению к доллару это составляет 230-280 долларов. Законодательство предлагаемых. Таким образом, российская власть, на протяжении долгих лет занимавшаяся шантажом в отношении стран Центральной Азии, по всей видимости, в скором времени лишится такого рычага влияния, как трудовые мигранты, которые, в свою очередь, будут искать другие страны в поисках достойного заработка. Так, например, за последние 2 года количество украинских трудовых мигрантов в России уже сократилось в несколько раз.